Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футзала! Сегодня мы открываем новый проект «Асылбашев на разборе», где будем рассказывать, обсуждать прошедшие матчи и делиться ожиданиями от будущих встреч. Тема первой передачи – завершившиеся матчи четвертьфинала Суперлиги чемпионата Кыргызской Республики по футзалу. Формат национального первенства в этом сезоне следующий. 8 команд встречаются дважды между собой по круговой системе. Затем 6 лучших команд выходят в следующую стадию турнира – плей-офф. Для занявших первое и второе место, это команды Ошму и Дордой, он начнется с полуфинала. Остальные же встречаются в четвертьфинальной серии до 2 побед. По принципу третья команда встречается с шестой, а четвертая с пятой. Таким образом, Алай поспорит за выход в полуфинал с командой Топ Толок, а фарватер Аман с Нарыном. 12 февраля прошли первые матчи 1/4 финала. В первом противостоянии встретились команды Топ Толок и Алай. Какая же была подоплека этого матча? В последнем туре предварительного этапа Алай проиграл Топ Толоку. В том матче обеим командам была нужна победа. Алай в случае победы занял бы второе место и спокойно готовился бы к полуфиналу. А у Топ Толока на кону стоял вопрос выхода в плей-офф. В итоге Алай проиграл и занял третье место, а Топ Толок сумел вскочить на желанное шестое. Теперь эти команды встречаются в четвертьфинале. Давайте посмотрим самые интересные эпизоды и моменты этого матча. Практически в первой же атаке Азамат Дулеткильдиев пустил мяч между ног вратарю Топ Толока и открыл счет. 1-0. Вот таким образом сразу поменялось, наверное, настроение команд. Может быть, готовились они к одному. Я имею в виду, конечно, в первую очередь Топ Толок, то, что будет играть построже в обороне. Но пришлось после этого им все силы бросить в атаку. И в течение буквально первых же минут Топ Толок захватил инициативу и пытался сравнять счет в матче. Вот здесь Бектур Ильясов сделал хорошую передачу на Ханыбекова Нурсултанова, который совсем немного не попал по воротам. Здесь Саламат Мамбеталиев сделал пас, и выглядела атака очень потенциально опасной. Не так много Алай в эти минуты атаковал, но вот в этой атаке Топ Толок вроде бы нарушил правила, однако судейский свисток промолчал. И здесь, конечно же, очень сложно говорить, было ли нарушение. На мой взгляд, было, но судьям, как говорится, виднее. В этом эпизоде очень здорово сыграл Файзали Сардоров, легионер команды Алай, который в этом матче был просто неудержим. Первый гол он забил именно таким образом. Сыграл на опережение защитникам и все-таки сумел протолкнуть мяч в ворота. 2-0 счет, и Алай вроде бы сильно много не атакуя, ведет с комфортным для себя счетом. А Топ Толок пытается не просто там обороняться, удержать свои ворота, пытается забить гол, пытается сравнять счет в матче и выиграть в итоге. Очень часто вратарь команды подключался. Одно из таких подключений привело к такому перенаправлению мяча по траектории, что оказалось неожиданным совсем для команды Алай. 2-1, и уже дышать стало Топ Толок значительно легче. Но в дальнейшем Алай, конечно же, не бросился на удержание этого счета. Раз за разом команда атаковала. Вот здесь Арсланбек Турсунов отпасовывает назад на Саламата Мамбеталиева и капитана Хайрата Кубанычева вот таким образом останавливает. Это, конечно же, фол. Хайрат Кубанычев снова в очередной атаке пытается пройти к воротам, ударил с дальней дистанции, мяч попал в штангу. Голкипер тут же отправляет мяч вперед. Очень быстро развивалась атака Топ Толока в этом эпизоде. Был обыгран вроде бы защитник, но в конце все-таки удалось им отбиться. Этот угловой тоже был очень интересным, так как вратарь очень далеко вышел на то, чтобы пробить по воротам. Очень часто он это делал в этом матче, что в итоге как раз таки привело к голу в собственные ворота. Посмотрите, в этом эпизоде Файзали Сардоров сориентировался и забил еще один гол уже в пустые
ворота. 3-1. Такой же счет был, кстати, зафиксирован и в последнем матче регулярного чемпионата. И опять Топтолоку надо отыгрываться. В прошлом матче это сделать удалось. Удалось ли в этом? Во втором тайме этого матча Алай начал играть более интенсивно. Все-таки не стал он отдавать инициативу сопернику. И тем более, что Топтолоку пришлось много атаковать, и пропускала команда вот такие атаки, контратаки. Файзали Сардоров здесь, обыграв своего оппонента, очень точно катнул мяч в угол от вратаря, и тот был настолько близок к мячу, что толком не успел среагировать и отбить мяч. 4-1. Надо отдать должное команде Топтолок. Сражалась эта команда очень достойно. Вот здесь вот была перекладина вновь после удара Файзали. Не бросила команда играть и все время искала счастье у чужих ворот. Были вот такие отборы, перехваты на чужой половине поля, а эта комбинация была просто шикарной. Ханыбек Нурсултанов немножко сокращает отставание в счете 4-2. Давайте посмотрим. Вот здесь был отбор мяча. Тут же передача направо на капитана, который в касании отдает мяч на 20-го номера ТТ. Алай продолжал атаковать, и Арсланбек Турсунов был очень активен. Да, все-таки хочется, чтобы он быстрее набрал свою оптимальную, лучшую свою форму. Вот такие удары были от Файзали. Да, Сардоров был действительно одним из самых активных, если не самый активный и заметный игрок вообще в обеих командах в этом матче. И Топтолок атаковал разнообразно. В этом эпизоде только касание 9-го номера Алая не позволило мячу войти в створ ворота. Вот здесь такая коробочка, так называемая, была. Но, однако, судья не усмотрел в этом нарушение. Далее атака развивалась, была штанга, да, и мяч отскочил в руки Чоробеку Уланбеку, вратарю Алая. Здесь было нарушение правил, и Ханыбек Нурсултанов, наверное, долго выбирал, что же делать, бить поворотом напрямую. Нет, после касания Виктор Ильясов не смог послать мяч в ворота. Голкипер команды ТТ в очередной раз пошел вперед и чуть не забил сам. Да, попал мяч в перекрестие ворот. Ханыбек Нурсултанов здесь в этом эпизоде дирижировал атакой, впрочем, как и почти во всех. Здесь было падение Бектура Ильясова, но опять же судья не увидел здесь нарушения. Алай в этом эпизоде начинал свою атаку, потерял мяч, и Топтолок опасно атаковал, чуть не забил третий мяч в ворота. И в одной из атак все-таки удалось здесь почти мяч завести в ворота. В самый последний момент Саламат Миталиев уже вытащил его из ворот. А вот здесь ошибка очень дорого обошлась Топтолоку. Хайрат Кубанычев сделал счет 5-2, но практически не оставил ни одного шанса команде Топтолок. Если при счете 4-2 еще была хорошая надежда, то здесь при счете 5-2 разница в 3 мяча все же уже как бы сказывалась. Да, уже матч подходил к концу. И здесь Файзали Сардоров еще забил один, мастерски положил мяч точно в самый угол ворот. Ну, точность, наверное, бильярдная была у этого игрока. Я думаю, что это, наверное, один из самых ярких игроков этого игрового дня. Голкипер Топтолока даже при счете 6-2 выходил вперед. Эта передача от него оказалась голевой. Да, капитан команды Топтолока все-таки смог забить и немного сократить отставание. 6-3. Да, в ближний угол пробил, что оказалось неожиданным для вратаря Алая. А здесь вот Файзалиев все-таки немножко заигрался и недооценил соперника. В результате мяч оказался в воротах, и счет уже стал 6-4
да, уже опять разница была в 2 мяча, но тут же Файзали забил 7-й гол, он исправился за свою ошибку, и таким образом разница в 3 мяча вновь установилась в этом матче. Надо сказать, что счет до конца основного времени и всего матча так и не изменился. Со счетом 7-4 Алай победил команду Топ Толок в первом матче этой серии. Во втором матче четвертьфинала встречались команды Нарына и Фарватер Оман. Подоплека этого матча. Фарватер также в последнем туре предварительного этапа Суперлиги встречался с Нарыном. Для аптекарей в том матче решалось, какое место в итоге им достанется, 4-е или 5-е. А нарынчане в случае проигрыша могли и вовсе опуститься на 6-е место. В итоге победа Нарына и четвертьфинальная серия с тем же соперником. Первый матч серии получился просто огненным. Давайте посмотрим за всеми интересными моментами матча. В этой атаке Фарватер доставил мяч непосредственно перед воротами, и счет 1-0. Фарватер забил практически с убойной позиции перед воротами. Давайте посмотрим еще раз. Второй номер обыграл своего оппонента и сделал точную передачу на своего партнера. В итоге 1-0, и Фарватер повел в матче, что было очень важно, наверное, для этой команды. Не раз еще команда Фарватер штурмовала ворота соперника. В одном из эпизодов даже спас полевой игрок, который оказался на линии ворот. Да, и в этом эпизоде уже блеснул мастерством голкипер Фарватера, Пензаев. Нет, это уже второй тайм. Подождите, а где первый тайм-то? Первый тайм уже кончился. Да? Во втором тайме вот таким ударом со штрафного Улан Байгазыулу сравнял счет в матче. Да? Показалось сначала, что он будет делать передачу, но он внешней стороны стопы пустил над левой рукой голкипера Фарватера мяч. И вот здесь сделал голевой ассист, и Нарын вышел вперед. Да, радость болельщиков в зале была просто запредельная. Команду они очень хорошо поддерживали. Это ощущалось, наверное, всеми участниками этого события. Здесь даже не смог игрок Фарватера помешать. Вроде бы догнал, казалось, Улана, но однако не смог тому помешать сделать точную передачу. Нарын атаковал нередко. В одном из таких эпизодов мог завершать Нарын мяч ударом головой. Вот посмотрите, и в этом эпизоде нарынчане были близки к успеху. Ну и Фарватер также пытался спасти матч. И надо сказать, что Улан Байгазыулу в этом четвертьфинале просто творил чудеса. Раз за разом все стандарты оказались, почти все стандарты оказались голевыми. Да? Причем Улан Байгазыулу в этом эпизоде, смотрите, как точно поставил мяч в верхний, ближний угол от вратаря, да еще и мимо стенки. Пришлось аптекарям играть с 5-м полевым. И в результате это принесло успех. 3-2. Не так много остается времени до конца матча. Однако все же сделать это, вот в этой атаке была штанга. В результате Фарватеру удалось сравнять счет. И сделал это Исабеков Азат. С острого угла послал он мяч мимо голкипера команды. В этом матче, надо сказать, голкиперы очень здорово сыграли, были заметны, да, причем у Фарватера в первом тайме был Пензаев. Второй тайм в итоге завершился с счетом 3-3. Было дополнительное время, и казалось, что должны команды играть супер осторожно, в первую очередь не допуская ошибок, ведь пропустив гол, на ответный гол было совсем мало времени. Но здесь свое слово сказал вновь Улан Байгазыулу. В очередной раз он
забил мяч с точки. Да, было по 5 фолов у команды, и дополнительное время играл с учетом этого. Но фарватер и тут же смог отыграться. Да, 4-4, и настроение у них было боевым. Пытались ребята забить еще. Давайте сейчас посмотрим за повтором. То есть классная передача была на 77-го номера команды фарватер, который в итоге выбежал навстречу мячу и смог сыграть на опережение. Здесь вот у Нарына был шанс забить мяч, а здесь было нарушение уже от фарватера, и Нарын в очередной раз получил право на штрафной вблизи ворот. И здесь опять Улан Байгазыулу в дополнительное время забивает с точки. 5-4, и казалось, что все, Нарын победит. Не так много времени там, до конца матча. Здесь был угловой, фарватер разыграл, и точно мяч в угол послал Максат Алимов, таким образом спасая игру, спасая свою команду от поражения. Да, вот на этом повторе было видно, с какой ювелирной точностью Максат Алимов забил этот гол. В итоге основное время и дополнительное завершилось в ничью, и были пенальти. Давайте посмотрим. Максат Алимов первый забил, и игрок команды Нарын Чингиз Пинзаев угадал направление мяча, но немного не хватило везения, чтобы отбить. Азат Исабеков также был точен в пробитии пенальти. 2-1 по забитым голам в пользу фарватера сейчас. Нарын же не забивает. И не забил именно тот человек, который столько стандартов забил, да, во всем матче, Улан Байгазыулу. Но тут же промахивается и не забивает игрок фарватера, а нарынчане забивают. Таким образом счет выравнивается вновь, который раз уже в этом матче, 2-2. И здесь 14 номер, легионер команды фарватер, гол свой не забил, а нарынчане забили, и таким образом повели в счете. Фарватер забивает в последнем своем ударе, Нарын тоже, и таким образом с счетом 4-3 Нарын по пенальти побеждает в первом матче четвертьфинальной серии. Вот такой вот матч у нас получился, второй. Я думаю, что все зрители получили большое удовольствие от просмотра. Сегодня к нам в студию пришел именитый гость, эксперт по нашему футзалу, лучший тренер Суперлиги сезона 2022-2023, главный тренер действующих чемпионов команды Дастан Канимет Асанказиевич Аралбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же вопрос, почему Дастан не заявлен на этот сезон? Существует ли клуб и будет ли он заявлен в следующем сезоне? Спасибо за приглашение. Я хотел бы ответить, основная причина — это Лига азиатских чемпионов. В прошлом году нам удалось выиграть чемпионат, и, к сожалению, он не состоялся. И наш президент Айбек Оразабекович решил сделать паузу 1 год. И у нас в планах, конечно, есть. И вот следующий сезон планируем выступить в чемпионате Кыргызстана. Отлично. Как, по вашему мнению, какой уровень чемпионата в текущем сезоне? Сказалось ли уменьшение количества легионеров в нашем футзале? Конечно, прошлогодний чемпионат, который, если историю брать, в нашем футзале я уже, если где-то с 2000-х годов уже в нашем футзале, тогда уже 23-24 года уже. И прошлогодний чемпионат это по уровню был самый сильный, я считаю. И об этом и говорят и количество легионеров, бразильцев, я думаю, где-то 20 с чем-то там было плюс.
легионеры из Бразилии, из России, из Беларуси, из Казахстана там тоже были. И, ну, я думаю, да, это уровень резко упал, резко упал. Конечно, вот прошлогодний чемпионат, как я и сказал, он был очень сильный по уровню. Ну, если вот обратиться к нынешним командам, вот на ваш взгляд, что изменилось в Топталоке? Психология, тактика или физическая готовность? Что позволило команде выйти на новый уровень в чемпионате? Ну, за командой Топталок я уже давно наблюдаю, и каждый год они прибавляют. Это естественно, потому что там играют молодые ребята, они уже подросли, я думаю. И они сейчас показывают очень хорошую игру. Плюс Вадим Викторович Кондратков тоже очень хороший специалист. Он с детских лет тренирует этих ребят. Я думаю, это их не предел. Они будут прибавлять, я думаю. Ханимет Асафазиевич, какие впечатления у вас от первого четвертьфинального матча? Какие были неожиданности в первом матче? Или победа Алая все-таки была предсказуемой? Ну вот, последнюю игру, к сожалению, не посмотрел. Это вот регулярный чемпионат, когда вот Топталок с Алаем играли. Это вот как раз надо было Топталоку выиграть эту игру, чтобы попасть в плей-офф. Вот они выиграли. И, конечно, здесь плей-офф, здесь в основном вот, опытные игроки. Конечно, ожидалось. В команде Алай играют опытные ребята, очень большой багаж у них. И я думаю, у них таджикский легионер Файзали Сардоров, он забил 5 мячей, я эту игру смотрел. И индивидуальные качества решили, я думаю, исход этого поединка. И я думаю, ничего не ясно. Там были очень хорошие возможности у команды Топталок реализовывать свои моменты. Но у них не получилось. Я думаю, вот сейчас вторая игра много может сказать и много может дать. Ну, а как вы думаете, вот готов ли Алай к борьбе за чемпионство? Является ли игра команды достойной будущего чемпиона? Ну, если честно, вот если вот наблюдаю за командами, я думаю, где-то вот 4 команды, они равные. У них у всех есть хорошие шансы на чемпионство. Я думаю, в этом чемпионате решат все-таки вот вчера, например, вот Сардоров, да, вот такие игроки решают игры. И в каждой команде, и в команде Дордой, и в команде Ошму, в команде Фарватар, Нарын есть свои лидеры. И здесь много вопросов. Ну, я думаю, у всех шансы хорошие. А вот скажите, вот почему все-таки не удалось команде Вадима Кондраткова победить в первом матче четвертьфинала? Что надо изменить для того, чтобы победить во втором матче? Ну, я думаю, игрокам Топталок как раз не хватает этого хладнокровия, и в завершающей стадии они не смогли реализовать свои моменты. Я думаю, они сейчас после первой игры, уже вот, посмотрев игру, сделали правильные выводы. И вторая игра будет намного интереснее, я думаю, будет. И плей-офф, она чем этот второй матч может просто, если Топталок все свои моменты реализует, и лидер, там есть играющий тренер, это Канабек Омар Султанов, у него тоже были очень хорошие возможности. Я думаю, эта игра много решит, и мне кажется, есть все шансы во второй игре. Во второй игре кто выиграет, я думаю, может он и дальше пройти в полуфинал. Ну вот все же, какой более точный прогноз вы дадите на исход следующего матча противостояния, и кто в итоге победит в серии? Ну, конечно, здесь шансов у Алая больше, но я думаю 70-30, но Топталок вторую игру, ну, терять нечего уже, они дадут бой, я думаю. Ну и все же, кто? Ну, я думаю, Алаев в полуфинал больше шансов у них пройти. Хорошо. Ну а теперь давайте, дорогие друзья, наверное, зададим вопросы касательно второго матча, второго четвертьфинального матча, в котором встречались Нарын и Фарватар. Какие у вас были впечатления от этого поединка?
За счет чего Нарыну удалось победить более звездного по составу соперника? В чем секрет команды? Особая тактика или настрой? Может быть, что-то другое? Ну, если говорить о команде Фарватер, то здесь, конечно, если честно, я думал, что команда Фарватер фаворит, да, вот, я думал, больше шансов давал вообще за чемпионство, да. Почему? Потому что там тренер тоже очень хороший специалист, Руслан Гафуров. Плюс у них хорошие там легионеры есть, 3 легионера из Бразилии, плюс иранец у них есть, свои ребята, там, как я понимаю, сейчас там основной костяк сборной, там 3-4 человека, это тоже сборная Кыргызстана, ребята есть. И эта игра была очень, я думаю, этот матч был самый интересный, наверное, в этом чемпионате. Ну, и здесь все было, и 10 метров, и после матча пенальти. Ну, конечно, здесь в этом матче лидер Нарына, там сзади у них играет Байгазы Улу. Много он там без замен почти играл. И сам забивал там штрафные. Игра очень была хорошая. А вот как вы думаете, до какой стадии все-таки сможет дойти Нарын в плей-офф? До какой стадии? Сначала надо им у себя выиграть, я думаю. Это тоже, сейчас, я думаю, 50 на 50 шансы. Почему? Потому что в этой игре, в первой игре, Нарын играл в основном от обороны. А как мы знаем, дома у себя там полный зал будет, зрители будут, они все равно пойдут вперед, они будут атаковать. И как раз в этом моменте Фарватер может их поймать. Если Фарватер, конечно, мы понимаем, что игроки Фарватера более мастеровитые, там, если они будут реализовывать свои моменты, я думаю, у Фарватера есть все шансы проходить в полуфинал. А вот как вы думаете, вот, что не так с Фарватером? Да, команда давно существует, имеет хороший состав, хорошего тренера, который работает не первый год. Да? Вот в чем причина нестабильной игры в предварительном этапе и неудачи в первом матче четвертьфинала? Мне кажется, идет большая ротация. Это первый момент, и идет большая ротация. Я посмотрел игру, вот посмотрел, там почти 10-11 человек, все играли у них. И, конечно, вот вратарей менять. Один тайм играл Пензаев, второй тайм играл бразилец вратарь. И, ну, по своей практике я понимаю, что в плей-офф каждая ошибка это опасно, да? И я думаю, такие моменты надо делать в предварительном чемпионате. То есть я думаю, тренер Фарватера пока еще не нашел сочетание четверок, сочетание игроков. Если он, я думаю, найдет, команда Фарватер очень хорошая. Ну а вот за счет чего Фарватер может прибавить еще в игре? Сможет ли команда выступить удачно в гостях на Рыне, да, где у соперника будет на самом деле сумасшедшая, да, поддержка? И в случае победы Фарватер в третьем матче опять же будет играть на Рыне. Да, сможет ли команда выйти победителем в этой серии? Как вы считаете? Во второй игре, я думаю, если ребята, они опытные, если ребята соберутся, если ребята играть будут, если тренерский состав донесет, что, ну, уже тоже, как и топ-толок, уже им терять нечего уже. Если проиграл, значит, все, вылетел, да? Ну, очень интересная игра будет. Я думаю, за счет мастерства, если они будут реализовывать свои моменты, с первых секунд будут играть высокий прессинг, я думаю, у них все шансы есть выиграть вторую игру. Ну вот вы сейчас сказали и о шансах Нарына, и о шансах Фарватера. Ну все же, какой прогноз вы дадите на исход этого матча и кто победит в серии? Ну, я думаю, 50 на 50 здесь. Я думаю, 50 на 50. Если Фарватеру удастся вторую игру выиграть, у них больше шансов будет выиграть серию. Да. Я думаю, второй матч. Второй матч от настроя ребят Фарватера, все зависит от них, я думаю. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, какое у вас ожидание от следующих игр? Какой характер они будут носить? Закрытый, осторожный, жесткий, может быть, даже где-то грубый, да? Или удастся командам показать яркий стиль, яркую игру, ну, которая нравится болельщикам? Я думаю, мое мнение, что вторые игры будут еще более интересные, еще более захватывающие. Почему? Потому что уже команды, уже топ-толок и Фарватер уже, я думаю, пойдут ва-банк уже.
уже пойдут, уже, ну, терять нечего уже. Хорошо. Ну и самый последний прогноз в конце. Скажите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, станет чемпионом Суперлиги в этом сезоне? Ну, как я сказал, прогноз – дело неблагодарное, но я думаю, очень хорошие шансы у Ошму, Дордой, Фарватер, если они пройдут, и Алай. У них вот, я думаю, у них у 4 команд примерно равные шансы, я думаю. Хорошо. Ну, большое спасибо, Канивет Асаназиевич, что пришли сегодня, поделились своими впечатлениями от игр, поделились своими ожиданиями от будущих игр. Будем рады видеть вас снова. До новых Спасибо. встреч. Спасибо. На этом, дорогие друзья, мы завершаем первую серию проекта Асылбашев на разборе. Надеюсь, вам понравилось. Ждем в комментариях теперь уже ваши впечатления и предложения. До новых встреч, друзья!